Начнем. Была у нас тема женская, мужская сторона. Вообще, вот смотрите, я вам буду говорить про юрты, и при этом буду проводить параллели с нашим современным жилищем. Вот кто начинает строить свой дом, прям повезет, то есть они могут и на начале строительства, то есть планировать свой дом, как планировалась юрта, как было принято у казахов. То есть у казахов, так же, как и у китайцев, японцев, были свои правила, где что должно находиться, для того, чтобы в доме была, скажем так, хорошая энергия, для того, чтобы в дом приходило изобилие и изобилие и нескончаемость, то есть чтобы жизнь, род продолжался. Итак, если у вас квартира, то есть вам везет, если у вас квартира, когда комната располагается во все стороны, то есть направо и налево, либо нужно будет смотреть, то есть еще удобная тема, у кого, допустим, кухня, квартира-студия, либо однокомнатная квартира, то есть тоже можно будет по типу юрт расставить все. В общем, так, сейчас я вам говорю про юрт, а вы думайте, как же это сделать на квартиру. Давайте вот я по вот этой картинке скажу, фотографии. Это отрисовано, но здесь очень хорошо, так скажем, наглядно видно. Так, вот юрта, ну это больше, скорее всего, такой монгольский вариант уже, более современный, потому что, по сути, вот такого очага не было. Это буквально, наверное, 18, скорее даже 19 век, когда уже появились печи с такими трубами. Обычно, то есть в основном юрты были, то есть здесь был очаг, что-то вроде кострище или что-то такое, ну, в общем, не железное такое. Может быть, даже было из кирпичей и камней такая сложная вещь. Ну да, еще почему понять, что это современно. Видите, здесь стол с высокими ножками, а дальше вот такой низенький стол. Это больше монгольский вариант, у них до сих пор остаются такие квадратные столики. И плюс у них, видите, два спального места. И тут вот шкафы, то есть это уже такие юрты, которые стационарно, скажем, которые на долгое длительное время устанавливаются и не убираются. То есть это больше современное жилище. Но тем не менее здесь как бы в разрезе легко видно. Ну и потом, как дверь открывается, сама дверь, тоже видно, что это монгольский вариант, либо китайские казахи. Итак, в общем, юрта делится на две части, даже я бы сказала 3 части. Когда вы заходите в юрту, по правую сторону, это всегда женская сторона. То есть, что находится на женской стороне? При входе, это, то есть, вся кухонная зона, то есть, здесь посуда стоит, здесь, скажем так, быстро подготавливается какая-то основная еда, то есть, когда это такой зимний период. То есть это получается женская сторона часть. Причем, вот смотрите, в женскую сторону и относится спальня. То есть идеально, если у вас квартира делается так, кухня идет по правую сторону и спальня идет по правую сторону. То есть спальня, она в женской категории, то есть это женская епархия. Потом идет, с левой стороны идет мужская часть. Здесь обычно у казахов были такие, знаете, что-то вроде вешалки, стойки, на которые вешалось, во-первых, оружие, камча, вот это вот вешалось, ремни вешались, там одежда, что-то такое. Ну, обычно оружие вешалось. То есть, чтобы когда путник, там, гость приходил, он сразу видел оружие. Потому что для мужчины было очень важно показать, скажем так, через оружие свой статус, сколько он боев, скажем так, прошел, насколько у него были богатые добычи. То есть первая добыча — это всегда оружие искалось. Потом по оружию, по тому, насколько оно было украшено, насколько оно было массивное, тоже можно было понимать, какого достатка эта семья находится и вообще какого статуса хозяина этой юрты. Потом здесь обычно стояли, скажем так, тюки, я вам дальше покажу, тюки, сандалта, на которых ложились курпешки. И вешалась вот здесь одежда, кстати, вот, например, вешалась на кереге, тоже вам покажу. А вот тоже покажу, здесь вот на кереге вешалась еда. Так, потом я еще расскажу вам про виды юрт. Скажем так, вот эта юрта, то, что я сейчас рассказываю, это юрта больше такого 19 века, когда, скажем так, обнищание уже началось казахов, когда в одной юрте собиралось сразу все. Потому что у казахов юрты делились на разные. То есть были юрты, в которых принимали гостей, юрты, в которых готовили. Были даже юрты, что-то вроде кладовок, и юрты, где сидели только женщины, либо юрты, в которых спали. То есть вот такое было разделение. Чем богаче был аул, тем больше было видов юрт. Чем беднее аул, тем проще, то есть тем больше юрта, для большего юрта предназначалось. Итак, вот правая сторона — это женская сторона, сюда входит кухня, спальня. Левая сторона — это мужская сторона, то есть это получается что-то вроде гараж, скажем так, сюда относится. Мужской кабинет, вот в эту же часть тоже относится. Потом, допустим, какое-то место, где вот нужно как бы показать, чем можно похвастаться хозяину квартиры. То есть сюда можно вставить типа дипломов, сертификатов, что-то такое, ордена и так далее, в такой части. То есть делится так. И вот эту часть, которая прямо напротив входа, я называю тор. Здесь вот тоже раскладывались сундуки сандалта всякие, и курпешки, подушки и так далее. Так, вот это я примерно показала, то есть вы понимаете, как разделялось. Еще в юртах, допустим, которые были как спальные юрты, здесь могут быть очаг, либо, допустим, юрты, если вы читали мой пост, которые назывались, у которых были теплый пол. То есть как это было? При юрте, обычно где-то вот в этой части, либо в этой части, где было удобно. Под землей, так, не под землей, просто на земле выкатывались такие ходы, скажем так. Здесь такая печка была и ходы, и потом сверху присыпалась землей и ставилась юрта сама, собственно, там хашма и так далее. И вот эти теплые юрты, здесь вот печка топилась, и вот этот дым, он вот так вот шел, и были теплые полы. Были еще в основном в юртах, вот эта вот часть, она была свободной, скажем так, всегда жены, пока, скажем так, свободное время, то есть у казахов там делились периоды, в какой-то период нужно было кашму делать, в какой-то период нужно было шерсть заготавливать, в какой-то период вышивалась там для невесты, которая вот, невеста в ауле выдается, то весь аул обычно женщины собирались и готовили приданное, то есть было так принято. А вы помните, аул — это был один род, одна семья. И были периоды, когда, вот, как бы, скажем так, затишье, и хозяйки вот этой юрты, они сидели, и обычно по центру стояла, то есть ребенок здесь, как бесик стоял, дети игрались, и она тут вышивала это время. Так, это вот по ней. Давайте вот я теперь вам покажу. Но это более современно, но все равно мне нравится, как расставили. Вот эта вот картинка мне не очень нравится, но я бы хотела показать, то есть, насколько все должно было быть красочно. И вот кровать, ну, это не совсем у казахов было так, что кровать, если она вспомните, то есть, да, вот такое было, но она разборная была. То есть вот как бы наглядно получается. Мужская сторона, женская сторона, спальня здесь, и вот она тор. Это уже более поздний период, но это вот даже, я бы сказала, современный период. Вот здесь лучше показано. То есть вот эта вешалка, куда вешалась вещи. Стол — это уже, да, в наше современное время, так вот она тор, вот здесь, вот бесик, в общем-то. И вот вы видите, как бы нету очага, нету вот этой вот, где готовится кушать. Что я хотела показать, вот спальное место. То есть, когда молодая семья, то есть муж и жена, пока у них нет детей, вот это вот могло не огораживаться, спальное место. А тоже, когда рождались дети, и дети спали отдельно, они прям спали на полу, спальное место мужа и жены уже отделялось занавеской. Причем были еще, знаете, такие семьи, где, ну, я опять же думаю, это более бедных аулах, где, то есть, енешка, то есть, получается, родители мужа жили вместе с молодыми. То есть, они вот вместе. То есть, это жадай был, да, если не было возможности выделить юрту, и потом, если это последний ребенок, единственный, то есть, тот, который ухаживает за родителями, они жили вместе. И, соответственно, вот эти занавески были сразу.
Здесь я вот хотела показать, ну это вот тоже современный вариант уже, что я тут хотела показать, ну вот так, тут я просто хотела показать вот этот вот этот эскиз, то есть вот как он, если вы видели мои другие прямые эфиры по поводу Веры Шифровой, эскиз вот на кровати так закрывает, и вот она защитная линия, и это вот получается как бы эскиз, который предназначен людям, которые тут спят. Так, вот здесь вот тоже хочу показать, вот тут прям тоже наглядно красиво видно, то есть вот спальное место. Я понимаю, что такое ощущение, как будто юрта маленькая, но это вот, скорее всего, такая лупа. Получается вот спальное место. Очень интересно, что вот красный прям полог, потому что обычно, сколько я видела, полог в основном белый цвет. И я не могу сказать, у меня было такое ощущение, что вот эти пологи пришли, скажем так, с татарской культурой, когда вот так скрывалось. Что я хотела показать, вот она, Тор, получается, наше место. То есть как нужно будет найти Тор у себя в квартире? Тор — это всегда зал, то есть там, где принимают гостей, и то есть там, где накрывают и угощают гостей. Обычно это зал можно воспринимать, а можно еще воспринимать столовую либо кухню. Это то место, по которому определяется статус. То есть человек, который будет сидеть на Тор, он должен видеть вход. Те, кто не знает, все, кто входит, во-первых, они сразу при входе сразу видят главного, самого почитаемого человека, то есть кому они в первую очередь пойдут здороваться, либо к кому они первым обратятся там, с приветствием, либо с пожеланием, там что-то такое. И плюс, ну, скажем так, это такое уважение. И все будут понимать, что вот за бота первую идти очередь к человеку, который будет сидеть в турде. То есть вы так понимаете, насколько вы для хозяина в уважении, в почтении, и, соответственно, вы должны обратку дать, обратку бота. Так, вот еще здесь я тут хотела показать, то есть вот тоже женская сторона. Что интересно, тут, кстати, вот окошко есть, либо это все-таки зеркало, поэтому я могу понимать, что в зимний период, если это все-таки зеркало, умывальники были в юрте, они тоже были на женской стороне. Но обычно в казахах, насколько я знаю, умывались на улице. Ну и потом там гостям подавались тазик пену, мне помните, да. Мне интересно, что шкуры здесь висят с женской стороны, хотя обычно шкуры, то есть, ну это по правилам его шкура должна висеть на мужской стороне. Но учитывая, что это фотография, я так понимаю, что это уже, опять же, я говорю, период обнищания казахов, к сожалению. К сожалению, у нас остались, да, фотографии периода обнищания казахов, деградации, скажем так, культурной. Но вот смотрите, это получается кухонная зона, сейчас попробую сфокусироваться, вот видите, здесь прям еда. А вот это вот я, скорее всего, думаю, что здесь тоже лежит еда. Вообще вот такие вот вещмешки, они вешались на киреге, вот с той стороны, с мужской стороны, там, где, то есть его мужская зона заканчивается, и там стоят сандалтар с курпешками, и сверху на киреге вот такие вещмешки висят, они обычно очень хорошо расшиты, и в них одежда. То есть с этой стороны одежда, с этой стороны еда будет. Так, вот эта фотография мне нравится очень, потому что она какая-то большая. Так, сейчас попробую, перевернуть, надо было бы ее не перевернуть. Почему я хотела это показать? Ну, вы видите, тут уже радио, то есть это уже современное время. То есть период, как бы сказать, культура стола еще ну, мало развита, скажем так, это в таких байских юртах. Но что я хочу показать вам, о чем я всегда говорила по поводу кожесал. Так, сейчас попробую сфокусироваться лучше, но кажется, не получится. Но вот здесь прям видно, вот это одеяло, то есть вот то, что мы называем, то, что мне объясняют махаббат курпе, то есть обычное одеяло, которое накрываются люди. У казахов было принято, что это одеяло без украшений, то есть обычный однотонный мата, обычный шелк, атлас, узбекские те же самые ткани, самые доступные, которые были, обычное просто одеяло. А вот курпельер, вот видите, они уже идут в технике кура, в основном кура. Так. По этой картинке я показала. Так, теперь вот здесь. Ну вот это вот, скорее всего, юрта. Вот, к сожалению, качество очень плохое, но я вот почему хочу это показать, я уже ее показывала. В принципе, здесь вот тоже так плохо видно, но видно, что вот так вот идет скатерть, такая полукругом. Это юрта гостевая, потому что, смотрите, вот здесь вот, где киреге, ничего не стоит. Картошон или ручка. Если я буду доставать до экрана, он будет болтаться. Поэтому, пожалуйста, пальцами. Так, вот здесь, где киреге, не стоят сандалтар, то есть их практически нет. Вот здесь тоже нету. Здесь вот оружие стоит, и вот такое украшение, как бы войлочные нитики меда от эскиз, который притягивает изобилие. И почему еще гостевая, вы видите, все сидят, и мужчина по центру, он всем подает еду. То есть сразу видно, что это именно только гостевая юрта. Обычно в богатых аулах она всегда, вообще в аулах стояла одна юрта гостевая, то есть там, где именно гости приходили, их кормили, и они, в принципе, в этой юрте, после того, как кормили, курпешки раскладывали, они спать ложились. Либо, почему еще гостевая? То есть в ауле всегда была одна юрта гостевая, и потом гостевые юрты много, прям вот десятками раскладывались, когда начался той. Но обычно это какой-то той, когда выдают невесту, то есть один из самых больших тоев. Так, вот это я хотела показать, то есть, чтобы вы понимали, вот здесь это не сандал, это получается, хотя нет, вот это сандал, скорее всего, плохо видно тоже. Тут как бы такие, сейчас вы видите, много кожесал, есть такие мочерчатые сундуки, как бы сундуки, как называть, сумки большие, которые прям складываются, курпешки, вот прям полностью, либо одежда вот так вот складывается, она прям из ткани сделана. То есть вот типа такого здесь сложно. Но вот тут получается, тут сандал, то есть один сандал, и тут курпешки стелятся. Мне было очень интересно по поводу вот этой штуки, вообще по этой юрте можно понять, что это чисто женская юрта. Потому что, если вы видели клип, я думаю, много кто видел клип от Анана, по-моему, студия, я забыла его имя, боже, вылетела, вы его помните. Так, вы его вспомните, он недавно у нас умер, к сожалению, солист студия, прям всем вылетел. Там было показано, как молодая мать рожает, держась вот этот шест, но она там рожала, я не помню, по-моему, в юрте тоже. То есть почему я еще хочу сказать, что это женская юрта? Потому что здесь собрали все женщины, потому что здесь вот этот шест, да, Батаршкин, правильно, да, вот этот шест стоит, где роженицы рожают, и здесь очень много одежды развешено женской. Ну вот, вам это плохо видно, но я просматривала и так, я считаю, что это все-таки женская одежда, не мужская. И потом, видите, здесь сидят одни женщины. Потом я вам говорила, что такие маленькие столики, они бывали еще меньше, но вот я говорила, на 2-3 персоны, они в первую очередь делались и вообще приобретались аулом для молодых девушек, для юрт молодых девушек, которые вот уже готовились на выдане. У них были специальные юрты, скажем так, девичьи. И они больше были, знаете, так, чтобы потусоваться, скажем так, по сплетням. Ну, я не знаю, чтобы девушки молодые еще, которые не вышли замуж, они здесь собирались, общались. Так. Вот еще, но это не гостевая юрта, это, скорее всего, юрта, я считаю, главы аула, потому что она достаточно просторная, что вмещается столько людей, и это притом только часть юрты. Это вот опять же вот здесь где-то женская сторона. Почему еще это можно понять? Женская сторона, видите, все женщины сидят здесь ближе. Потом спальное место, здесь, скорее всего, где-то вход, где-то вот тут. Юрта большая, это значит юрта главы, одного из главы аула. Так, ну вот опять же, вот скатерть полукругом, я уже ее показывала. То есть вот так. Это вот чисто супружеская юрта главы аула.
Так, по вот этой фотографии, внутренний вид юрты в колхозе Авангельды. Но вот эта вот серия фотографий, вот, которая прям подписана колхоз Авангельды, я уже считаю, это где-то 1915, 20, 30 годы. То есть уже, в принципе, период, когда должно начаться Голодомор. Ну вот так вот. Что я хотела здесь показать? То есть вот смотрите, уже Курак Курпер в эту большую силу приобрел очень много Кура, очень много, то есть, татарского влияния, то есть это вот, получается белые хлопчатые, из белого хлопка такие занавески, скатерти, пряталось много что, то есть уже в юрте юрта была предназначена для всего, скажем так. Уже не было разделения там на юрту кухню, юрту спальню и так далее. Поэтому такие вещи как бы старались прятаться. Я думаю, здесь уже фотографии. Ну да, это уже 1900. Может быть, даже, знаете, это период послевоенный, то есть послевоенный либо военный период, довоенный период, то есть когда уже такая советская власть была. Ну и потому что колхоз назывался, сами понимаете, вот это вот полотенце. Полотенце у казахов очень важное имело значение, вот оно такое большое, я так думаю, потому что рисунок одинаковый, орнамент. Вот эта часть очень сильно расшивалась через вот эти орнаменты, которые были бота изобилия, благости. Войско или человек, который ветерался, он вот это вот благость орнамента себе на руки брал, лицо на себя, короче, брал. Поэтому такое значение. Хотя вот не очень было удобно, сами знаете, где вышивка вытираться, но именно из-за такого значения как бы наши предки готовы были терпеть такие, скажем так, грубости, шершавости. Потом вот я еще хотела показать, это вот здесь, скорее всего, еда лежит. Так, в общем-то, вот. Так, вот такая, вот здесь вот это тоже уже семья богатого казаха. Так, вот написано 1799, Дудин, вот серию, вообще поищите в гугле серию фотографий Дудина. Кстати, Кунсткамера, я сама хочу, если найду, приобрести, если есть такой, как его называется, не сборник, ну что, в общем, от Кунсткамера, либо все-таки доехать туда и посмотреть все это лично. Зажиточный, получается, бай, ну, получается, это одни из последних, скорее всего, кто-то там из Биев, что-то такое. В юрте закрывают все белыми тканями, то есть не показывают, что есть. Тут уже, как бы сказать, чревато, если показать слишком много. Там уже доносы начались и так далее. Вот что интересно, посмотрите, вот это подушки. Так, на подушке надета хлопчатобумажная наволочка, скажем так, это здесь застегиваете, вот вы видите, прям выбирает сама подушка. Вот интересная техника подушки, но здесь техники Кура. Здесь тоже, но это, то есть, такими матрасиками. Кстати, у узбеков можно увидеть, у туркмен, у них вот такие вот подушки, я даже не могу сказать, он и матрас не слишком короткий, то есть, получается, где-то я сколько смотрела, около 1 метра в длину, и для подушки большой, и для матраса маленький, я так не поняла, что это такое вообще, как это спится. Либо это все-таки такой узбекский вариант, когда ты полулежа принимаешь гостей, как бы под себя, как так ему подкладываешь. То есть, смотрите, в казахской юрте, то есть, узбекское влияние, вот это вот полулежа, полусидя есть. Ну, наверное, так и было, хотя у казахов вообще не принято было полулежать, скажем так, это было немножко неуважение. Так могли себе позволить ханы делать. И вообще, если полулежа так тебя человек встречает, это означает неуважение, как бы было понятно. Скажем так, этика, этикет. Вот видите, получается, это не из дерева сделано, вот как я вот говорила, матерчатые сумки, сундуки, скажем так, внутри все сложно, и вот они крупешки. Тут прям видно, техника Курак идет, а тут однотонный. Плохо видно, но что-то однотонное такое, даже не могу сказать, что это. Так, теперь давайте плавно переходим. Женская мужская сторона я вам объяснила, где вообще что такое Тор и для чего он нужен, тоже объяснила. То есть Тор это показать самого важного почитаемого человека и понять, у кого просить бота и кому в первую очередь обращаться. Потом идеальное место для кухни и спальни, вы поняли, это женская сторона, потому что это епархия женщины, она за него отвечает, то есть это энергия женская, поэтому направо. Дальше хотите кабинет мужу, где он должен быть по казахским морям, то есть он должен быть слева, то есть мужская сторона это левая сторона, то есть все регалии мужчины тоже должны быть по левой стороне. То есть если у вас у кого нет кабинета, у нас у многих нет мужского кабинета, зал, и в зале левую сторону вы оставляете для мужа, то есть допустим компьютерный стол туда, его сертификаты, дипломы, медали туда ставить, туда же можно барную бар ставить мужской, который с алкоголем, он просто к женской не относится. Потому что у нас на сегодня алкоголь, если вы просто пьете, то есть это просто мужская энергия, а если вы алкоголь используете в обрядовых, а это очень редко у нас кто это делает, то это должно быть на женской стороне, потому что обряды по защите оберега это все женская энергия. Это было в обязательствах женщины. Так, теперь вот я хочу перейти к оберегам. Был уже у меня пост, я в общих чертах написала, но сейчас хочу картинками показать. Это современная юрта, ну вот то, что хочу показать, вот эта треугольная форма. Это как бы отсылка идет и к треугольнику женскому лону, то есть дом это все женщина, украшение, оберег это все на шее женщины находится. То есть то, насколько дом в изобилии, насколько в доме чисто, нету злых духов, нет болезней, это все от женщины зависит, от ее энергии. Поэтому она привлекает Умай максимально. Умай это треугольник это опять же матка, женская лона. И треугольник, кстати, еще его называют кусмуром. Вы помните про кольцо кусмуром, которое чисто женское кольцо. Плюс здесь вот такие кисточки, то есть тут еще. По поводу кисточек я тоже писала, что это означает в кисточками злой дух, то есть дух болезни, там, дух порчи, там, вообще просто духи, которые ходят, играются и которым хочется куда-то. Так, у меня села зарядка. Так, пожалуйста, у меня села зарядка на одних наушниках. Скажите мне, слышно мне сейчас? Слышно ли меня? Напишите, пожалуйста. Я поменяла наушники, чтобы я могла продолжить. Всего лишь 40 минут, и у меня уже села зарядка. Да, все хорошо, тогда продолжаем. Так, то есть духи болезни, духи порчи, то есть это специально там обряды, кто совершает именно на порчу, там на сглаз. Либо просто духи есть, которые, скажем так, по земле колесят и ищут, где бы, на кого бы там, кому бы присосаться, кому бы проблемы подкинуть и посмотреть, как он из этого выкручиваться будет. Скажем так, типа похоже на Локи, которые придумывают там всякие розыгрыши, чтобы семье навредить и проблемы там напакостить, скажем так. И вот они входят, только приближаются к юрте и начинают играть этими шашками и забывают, что они хотели. Вот здесь вот тоже, это вот монгольская юрта. Почему я говорю монгольская? Потому что вот эта вот штучка, это больше уже идет отсылка к буддийским, и да, это современная юрта, но что я хотела показать. То есть вот такие вот украшения можно делать и для дома. Если, то есть не обязательно
из ткани. Если у вас позволяет, что вы можете вот такой домашний текстиль сделать себе и закрыть, скажем так, весь зал по периметру, потому что зал у нас считается, по сути, что-то, скажем так, центром юрты, скажем так, основой, куда приходят все гости. Вы должны понимать, что для дома, как именно для хозяев дома, важное место зал, то есть туда, куда вы приглашаете гостей. А для семьи, то есть для мужа и жены парной, для них важно спальня, их спальное место. То есть вот такой вот берете, если у вас есть, позволите, то есть из прямо войлочный такой заказать, либо самим женщинам сделать, и вот прямо по периметру вверх стен вот так вот сделать красиво. Вот еще вариант, то есть по низу можно сделать такое украшение. Можно сделать либо из, что у нас, декоративная штукатурка есть, да, то есть, ну, придумать всякие варианты. Кто-то, может быть, даже закрасить хочет. Вот такими тоже можно будет украсить стены, которые сейчас модно, знаете, в таком европейском стиле разделить стену на две части. Одна часть там идет типа под дерево, а верхняя часть идет там обои, либо просто чисто покраска. И вот разделение, чтобы так. Так, вот еще такое. Но это тоже современно. Почему я вообще это хотела показать? Вообще не для орнаментов, только единственное, что вот этот орнамент еще можно использовать. И то, ну, в принципе, да, его можно использовать, потому что вот здесь вот идет этот, так, как он называется? На казахском опять забыла название, но я делала пост, это вот одиночный каблук. То есть по низу можно такое сделать. Все остальное, это вот, скажем так, ну, а-ля дизайн казахский. Не люблю, когда делают наскальные рисунки на юрте. Смысл вообще не тот. Потому что, понимаете, наскальные рисунки, вот эти петроглифы, они делались в местах поклонения, скажем так, духам. Там, где обычно это делалось, как я это тоже писала, это выбиралась горная местность, выбиралось место, которое было ближе всего к солнцу, ближе всего к небу, и чтобы его сразу освещало солнце. Причем это, то есть оно как бы, скажем так, поклонению духам, что ли, что-то вроде такого было. Я хотела показать вот этот пол. То есть у казахов редко-редко, но такое встречалось, что были вот такие готовые полы. Их с собой не возили. Это были те периоды, уже больше, ближе к нашему времени, скорее всего, 18-19 век, даже уже 20 век, когда вот это стационарно, то есть она оставался такой деревянный пол, он уезжал кочевать там дальше, в период, когда идет весна, осень, то есть когда вот лужи и так далее, чтобы все это не текло под юрту, вот этот вот настил, он оставался. То есть, скажем так, это был настил весенне-осеннего периода, слякоти, когда он стоял все время, потом аул возвращался, обычно же кочевья были в одном и том же месте, там, через, там, допустим, сколько, 10 лет или какой-то там определенный промежуток времени, дорога кочевья менялась. Это тоже там зависело от определенной, то есть, типа, понятия агро чего-то там такого. То есть пастбища должны были меняться, пути меняться. Так, что вот здесь я хочу показать, это казахская юрта, киргизы, может быть, даже, опять же, здесь стоит, вы видите, хотя, может быть, даже это и монгольская. Хотя нет, у монголов обычно вот это низкая бывает, так вот, что прям рост с человеком, а сама крыша вот высокая, прям. Казахов нет, казахов так не было. Что я хотела показать, вот смотрите, здесь очень красивый оберег, сверху, я думаю, что это шашаха, потому что они такие болтаются, про дверь. У казахов дверь имела значение такое, то есть, чтобы сюда, в дом, это опять же, это, вы сами знаете, кто изучал фэншуй, прям фэншуй, скажем так, я даже не знаю, кто у кого взял, либо японцы у казахов, либо казахские у японцев. Входная дверь очень хорошо декорировалась знаками семьи, вот этот вот супружеский знак, то есть хапсарман, два человека вместе. Вот опять же, знак вот этот вот сердце, это вот тоже получается женский знак. Вот этот вот знак тоже, скажем так, кусканат, часть кустымсук, то есть тоже относится к женской части. Ну и потом вы видите сам орнамент такой парный, то есть это опять же муж и жена, то есть показать, что муж и жена вместе, здесь супружеская пара живет, здесь союз живет, не просто супружеская пара, а союз двух людей, вот к ним притянуть благости все. То есть дверь очень хорошо орнаментировалась, поэтому если у вас есть возможность, покупайте двери с такими растительными, скажем так, орнаментами, потому что растительный орнамент это уже означает изобилие, то есть в понятие, что если у вас там получится найти с гранатами, что-то такое, ну это прям однозначно знак изобилия, что можно собирать урожай. Вот здесь вот тоже, вот видите, вот такое вот украшение идет, и опять же украшение двери. Что я хотела сказать, тут я дальше покажу, то есть насколько ярко украшается дверь. Вообще юрты были разных видов, то есть если вот такая светлая юрта, это богатый человек, который может себе позволить собирать кошму из шерсти, только белых овец, светлых овец. Так, здесь я хотела показать, что в какой-то период у нас появились вот такие двери. Скорее всего, это было просто дань моде, потому что особо, я думаю, они не должны были приветствоваться, потому что такую дверь очень напряжно было с собой возить. Легче было, конечно же, вот тут вы видите, закручена входная дверь. Но я думаю, многие кто помнит такую дверь, то есть в аулах они были. Вот это, скажем так, практичная юрта, но при этом юрта богатый человек, опять же, видите. Хотя, знаете, это не белый кошма, да, это, скорее всего, современная юрта, потому что это, скорее всего, тент. Вообще, у казахов вот эта кошма, как можно определить сейчас, хорошая юрта или дешевая юрта? Кошма, она должна быть такой плотности, настолько сильно свалена, что через нее не должен проходить дождь. Сейчас вот экономия, скажем так, всю экономию, плюс это очень физически трудно сделать кошму такую плотную. И сейчас есть возможность, то есть, такой тент купить, накрыть, и как бы ничего не протекает. И просто сделать кошму такого свойства, чтобы просто сохранять тепло и держать тепло, то есть не сильно сваленную. Так, вот еще хотела дверь показать. Это вот здесь вот чист, циновок сделан, тоже очень красиво. Это, кстати, уже колпоэт, скорее всего, да, современный, клинорик, да. Мне понравился вот этот вот орнамент, тоже в технике Будапест. Очень важно сделать, кстати, вот у казахов есть еще такой оберег, вот он П-образной формы. Редко я его встречала, может быть, единичный, там сколько-то, даже сейчас случайно заметила, не знаю. Возможно, вот так вот, то есть вот если это раскрыть, она вот так идет буквой П. То есть это тоже оберег идет, специальный оберег юрты именно. Поэтому если у вас везде, где есть дверь, особенно спальня, особенно вход в зал, особенно вход в квартиру, есть возможность. Я думаю, сейчас уже у нас есть плиточки, которые в таком, скажем так, а-ля казахском варианте. Кстати, вот если посмотрите итальянский, там типа орнамент Версаче, очень много у итальянцев и испанцев, смотрите, в их керамике, чтобы были вот примерно казахские орнаменты, и складывайте в такой вот без буквы П. Вот еще тоже, тут опять же два мира, то есть сразу уже понятно, муж и жена, семейная пара, скорее всего, это буквально они только поженились, поэтому видите, все такое новенькое, красное, все обрамлено, очень много шашак, вот здесь видите, и по низу шашак, и здесь сверху шашак, то есть это все шашак идет защита, и тут вот такой небольшой кусок, то есть максимальная защита молодой семьи.
Так, вот эта фотография у меня и была в посте, то есть вот он смотрит, то есть притянуть ума к себе. И опять же, вот он, да, я думаю, что, скорее всего, он идет буквой П. То есть этот оберег, опять же, идет в технике песа, то есть когда нитка не имеет конца и начала, то есть он орнамент переходит в другой орнамент. Кстати, вот этот вот ую, это ую ос алха, один из вариантов, более поздний период ос алха в значении, что здесь муж и жена, то есть супружеская пара живет, когда нужно показать, что муж и жена вместе они. Что еще хотела показать? Вот у нас как бы не придают этого значения, хотя много кто видел, что есть такие вот кружева, скажем так, в технике макраме. У казахов было, то есть и плелись кружева, и казахи чем еще славились? Очень сильно славились кольчугой, умением сплетать цепи в кольца, то есть у нас были там особые техники. То есть, и, соответственно, потом еще помните, плелись кнуты, то есть было глупо, что казаху не было принято плести такие, скажем так, темы макраме. И потом красная дверь, красный вообще вход, это всегда жизненная сила, чтобы все процветало, огонь и семья была сильной. Дальше я хотела показать шишак, то есть вот так вот украшался. Видите, прям гроздями это висит для того, чтобы джинны приходили и игрались. Лучше с этим играть, если, как бы сказать, чем бы дитё не тешилось, лишь бы нам не вредило, скажем так. Вот это для них такие украшения, игрушки, чтобы они не отвлекались на семью. Вешалось на шанурах, наверх юрты. Мне очень интересно, это вот каракалпаки, если вы помните, каракалпаки, они очень близки к казахам. По-моему, даже ближе, чем киргизы, а может быть наравне. Ну, что-то будет такое. Поэтому все, что вы видите у каракалпаков, их традиции, культуры, вы спокойно можете считать, что и у казахов это тоже было. Вот у них очень сильно по юртам идет очень такое вот украшение. Это опять же входная дверь, тут циновка, вы помните, Каракалпакстан, у них там жарко, это сейчас современный Узбекистан. Так, мне очень понравился вот этот оберег, что они сделали. Это на входной двери в юрты. Видите, какой красивый оберег, что вроде тумара. Возьмите себе на заметку, и тоже можете сделать себе домой. Вешаете, если вы привлекаете умай, то есть это получается по женской стороне, либо сразу перед входом. У многих есть, когда входная дверь, прихожая, да, идут как бы стеночка такая. Если у вас есть такое, то прям однозначно на эту стеночку вешайте вот такие подобные тумары. И вообще любые тумары, что у вас есть для защиты дома, скажем так. Не совсем защита, а чтобы привлечь хороших духов, привлечь хорошую энергию. Вот в таком плане. Мне вот очень-очень понравились вот они, то есть я никогда не видела настолько близко, то есть вот смотрите, прям очень круто. Если есть возможность, где у вас окна, то есть окна это получается выход, опять же, если, на современный лад, окна это выход в мир, защищайте конским волосом. У меня есть пост рым коня, то есть его значение, вы посмотрите тоже. И вот опять же, это макраме, да, это современный, но это казахская техника, то есть вот так вот плелось кружево, скажем так, может быть это можно сделать и крючком, более нежно, но для домашнего текстиля, то есть вот сплели в технике макраме и вот так конским волосом. Конский волос это рым, привлечение больше изобилия, рым мужчины, скажем так, что если вам нужен хозяин в доме, привлекайте вот рым скакуна. Конский волос это однозначно, чтобы мужчина в доме был сильный. Вот мне тоже очень интересно, наперстком так еще сделано, очень красиво. Тоже вот получается конский волос. Я вот даже думаю, наверное, для своей новой квартиры я буду что-то делать такое. Так, вот еще здесь. Вот эту фотографию хотела показать, что украшался не только то есть снаружи входной двери, но и изнутри тоже. И вот здесь очень интересно рога архара. Рога архара это, скажем так, больше значило, я не знаю, живет ли здесь шаман, либо человек, который, скажем так, учитель, позиция учителя, мудрец, скажем так, который связан с верхним миром. Потому что архары, они на своих рогах, так же как и олени, приносят мудрость верхнего мира. Мудрость тенгри, скажем так, мудрость неба. Так. Ой, боже мой. Так. Здесь вот тоже очень интересно, посмотрите, видите, кисточка, вот так вот висит, тоже очень красиво, опять же, макраме. Но тут из хлопка сделаны эти кисточки, то есть это шишак получается, это не конский волос, но тоже вот видите. И опять же треугольная форма, привлечь умай. И рога, ну рога это однозначно, то есть рога, которые бесконечно идут. Так. Вот он еще, опять же, это, по-моему, тот же самый каракалпаки. Вот как он выглядит. И вообще каракалпаки очень сильно вот так украшают прям юрту. Но что им легко, почему это украшать, потому что у них юрты маленькие. Я вам там дальше покажу. У каракалпака, так же, как у нагайцев, юрты маленькие. У казахов уже были юрты большие, я вам покажу попозже. Вот он опять же шишак висит, тоже современный юрты, то есть тоже можно сделать дома самим. Так. Вот эту вот я хотела юрту показать, она очень похожа на казахскую, скажем так, сакскую баню, тюркскую баню. Обычно такая баня ставилась на протоке, то есть на речке, на ручье, то есть ручей прям под ним пробегал, либо рядом с ручьем. Сейчас такие юрты примерно, но не больше такие, как шалашики, можно увидеть в горах, там, где чабаны пасут своих, пасут скот, там, где есть ручей. Также вот маленькая юрта, там внутри получается камень, либо сейчас уже металлический настил. Ну, в принципе, даже, знаете, в царское время металлические настилы тоже были, на которые раскладываются травы всевозможные, и потом они под воздействием воды и огня, жара вот этого выделяют полезные свои свойства. Так казахи лечились. Так, я вам хотела вот так вот показать, вот какие были юрты, но это опять же, вы понимаете, это период уже обнищания казахов, но тем не менее, я думаю, что очень длительный период юрт аулов казахов выглядел именно так. То есть вот такие вот обычные житейские юрты, они обычно коричневого цвета, без всяких украшений. Единственное, что украшение это было по разделению, скажем так, верхнего и нижнего мира людей и верхнего мира. То есть крыши и стен. Здесь украшения, там лента какая-то идет, здесь плохо видно, скорее всего, тут были какие-то, эти ленты разукрашены, и это черно-белое фото, возможно, что вот эти вот нити перевязаны были яркого цвета. И тут, скорее всего, я все-таки думаю, что тут орнаменты есть. То есть аул выглядел так, и плюс там одна большая юрта белая, это сразу видно, это глава аула, глава рода. Так, потом юрта молодоженов, она всегда красных там цветов, очень ярко, со всякими оберегами и защитами. Потом там гостевые юрты примерно тоже такие же. Так, вот эту юрту я вам показала, то есть объясняла. Вот о чем я еще хотела сказать. Вот такой жестокий век, забыла кто автор, по-моему, Малый. Там вот прям описывается очень много, и там видно, ну да, скорее всего, привязано, что держалась кошмар, но я имею в виду, что они, скорее всего, были цветные. То есть какое-никакое, но украшение на юртах было, даже несмотря на то, что они были там коричневые. Только уже в период прям конкретного обнищания казахов, а это уже ближе к советской власти, уже не было таких украшений. Там уже выживали как могли. Чтобы понять, допустим, пожилые люди, потом хан, который встречал людей, да, то есть ему нельзя было там сидеть. Он, конечно, мог верхом на скакуне там во время кочевья идти, но какое-то время, большинство времени он проводил в такой юрте. Пожилые в такой юрте, потом беременные, которые на сносях в таких юртах ехали. То есть это вот такая телега, огромная юрта, прям на ней стояла, она не разбиралась, не убиралась, стояла вот так вот. Вот она еще вариант. Все это вот так вот везлось.
Вполне возможно, что когда становились на постоянную, ну, уже на кочевку свою, то есть там, где будут перезимовывать либо джаляу, вот эти вот колеса снимались и прям ставилось. Вот я хотела показать, чтобы было видно, насколько юрта большая могла быть, то есть по сравнению с людьми. И вот я хочу показать, это современный, скорее всего, с фильма какого-то, чтобы было понятно, насколько ханская юрта могла быть огромной. То есть вот такого размера, то есть вы понимаете, здесь квадратов 70, наверное, если не больше, под 100, когда принимались все главы всех родов. Плюс еще бии, плюс еще важные батыры, плюс гонцы, там еще послы и так далее, сам хан, его там, допустим, советники и так далее. То есть юрта могла быть огромной. Так, вот здесь вот тоже хочу показать. Здесь вот это праздничная юрта, то есть там, где не принимались, скажем так, политические, потому что много шаша, много защиты, много красного цвета. Что я хотела сказать, вот эта юрта, ну тут вы видите люстру, понимаете, что это современный. Но что я хотела вам показать, то есть насколько, то есть если ремесленница, то есть женщина в доме, скажем так, у нее руки были искусные, и она хорошо владела магией вышивки, магией орнамента, она орнаментом застилала всю юрту от и до. Так, вот эта вот юрта, зачем я ее сделала? Не знаю, зачем я сделала, это монгольский вариант, даже я бы сказала китайский вариант. Более современный, вот видите, как они живут, как это можно сейчас жить. Ну, насколько она большая, видите. Потом я вот вчера буквально была на встрече Авалона, где Виталий рассказывал о своей поездке в Монголию. В Монголию, там, где проживают казахи, по-моему, найманы. Они туда переселились в 1860 что ли, году, что-то такое было. И вот он рассказывал, что у них юрты все вот на таких подпорках. У казахов вот такой подпорки в юртах не было. Подпорки у них потому, что он говорит, в Монголии ветра сильнее, чем у нас. Так, привет астанинцам. Я даже не могу представить, если ветер сильнее, чем в Астане, то что там вообще как в Монголии можно ходить. И он говорит, что монгольские юрты не выдерживают ветер, поэтому они ставят такие подпорки. Но еще в чем отличие монгольских юрт, я вам сказала, у них стены низкие, а потолок прям высокий. Если вы посмотрите в ТикТоке, сейчас много монгольцев показывают свою жизнь, в юртах, как они живут. У казахов же, скажем так, крыша, она такая плосковатая. Но еще почему это делалось, я могу вспомнить, потому что это связано с снегом. То есть там разделялась покатая такая юрта, то есть там, где снег, чтобы не задерживался, делалось. Ну, у казахов, я вам говорила, кошма очень-очень плотная, и как бы не было страшно ни дождя, ничего такого. Монголия на втором месте в мире, походу, после Антарктиды, не знала. Ну, вот, понимаете. Так, вот это я хотела показать, как кочевали. То есть, смотрите. И вы понимаете, вот представьте, вот так вот кочевать, я вот возвращаюсь в стол, казахский стол, что, ну, это неудобно. Просто неудобно, непрактично. Тащить с собой столько лишнего склада. Вообще у кочевника был минимум. Ну, скажем так, если бы мы продолжали философию наших предков, кочевок, мы бы не были, как сказать, как у меня сын говорит, я не хочу быть, как сказать... Так, все, слово забыла. В общем, у моего сына образ жизни такой, что на него не действует реклама. Он не хочет покупать там дорогие шампуни, крема, он даже не пользуется ни шампунем, ни кремом. У него все натурально, все супер экономное. По продуктам тоже, там, кафе ему тоже не интересно. То есть он говорит, просто это реклама на нас зарабатывает деньги. Скажем так, это чистая философия кочевника. Обходиться малым количеством вещей, одежды, малым количеством посуды и еды, в принципе. Так, вот по видам юрт я еще хотела сказать. Вот смотрите, вот этот вариант, я не могу сказать, так ли это или нет. Типа виды по ташкентской дороге. Смотрите, вот еще о чем хотела сказать. Если вы видите фотографии, на ней написано Ташкент, можете смело опять же приписывать это казахам, потому что кто из вас помнит, Ташкент это только в период советского времени, когда Ташкент меняли Шымкент, помните? То есть в Ташкенте было дофига казахов, и это, скажем так, земля предков наших, бывшая земля наших предков. И вот это вот больше похоже на, скажем так, юрту-кладовку, либо юрту, где ремеслом занимаются. Скорее всего, здесь ремесленники, потому что вот видите такой навес, где жглось, там что-то такое, какой-то очаг, что-то вроде этого. У казахов юрты делились, вот я вам говорила, гостевые юрты, юрты для супружеской пары, юрты девичьи, юрты для пожилых людей, юрта главы семьи, юрта для тоев, допустим, потом юрты были, в которых женщины собирались и шерсть теребили, потом юрты, в которых женщины собирались для каких-то там обрядов больших. Там же и собирались все и вышивали приданное для девушки, которую аул выдает замуж. Потом юрты были, в которых готовились, юрты кухни были, то есть настолько вот. Чем богаче аул, тем разнообразнее были юрты. Так, вот здесь вот это походные юрты. У казахов были еще юрты, которые собирались буквально, вот знаете, похоже на, я покажу даже фотографии, похоже на чукотские. Там буквально 3 жердочки и шкурой накрывалось, это чисто походный такой вариант. Скажем так, 1-2 человека залезть туда, что-то вроде палатки, прям быстро залезть, переждать непогоду, скажем так, поспать в хороших условиях и собрать тут же моментально и уйти. Вот опять вот я хочу показать, то есть сколько верблюд может поднять, то все. Вроде бы и много, но при этом не так уж и много, если подумать, сколько всего может быть в доме. Поэтому там лишняя мебель постаралась вообще не браться. И сандыки в основном были вот такие тканевые. Так, вот я хотела, вот это бунская юрта, то есть это прям вообще бронзовый век, там первый век нашей эры, что-то вроде этого, первое тысячелетие нашей эры, то есть еще с тех пор такие юрточки на этих были, кочевалось вот так. То есть было так, что кочевники не только мужчины уезжали, но они прям всей семьей могли уехать и дальше там завоевывать. Кто-то, в общем, со своей семьей прям ехал. Так, вот здесь вот это, по-моему, нагайская юрта, если не ошибаюсь. Вот видите, либо это каракалпаки, нет, скорее всего, нагайская, потому что вот этой штуки, я не знаю, что это значит, либо каракалпаки это. Ну вот я запуталась. В общем, видите, она такая маленькая, не представляю, что там внутри, как это вообще жить можно было. То, что у меня насмотренность и вообще в памяти осталась казахская юрта, что тут внутри, не знаю, может, одна кровать. Ну, украшения, видите, насколько. Вот так, я просто хотела показать, как кочевали матери, вот здесь бисек. Так они ездили. Женщины в штанах. Во время кочевок в основном женщины кочевали в штанах. Если вы видите фильмы, они там в платьях, не верьте. Это было просто неудобно. Пока ты в этом платье вся поднимешься. Нет, во время кочевок, во время охоты, во время военных действий женщины в основном ходили в штанах. Потому что на всякий случай сразу скочить на коня. Ну и потом по попытке изнасилования, то есть во время военных, ну, вот, когда нападения всякие идут, охранялись. Нет, все-таки видите, каракалпаки, вот у них видно такая. Это вот зарисовки, я не помню кого, но зарисовки российских ученых, то есть это период где-то в 17 век. Что я хотела показать, вот, то есть вот они кибиточками тоже так ездилось. В принципе, казахов тоже было такое, я думаю, что перенимали. Это очень удобно. Вот здесь вот это, скорее всего, что я хотела сказать, юрты, еще было так, что юрты собирались, были, то есть когда непогода во время кочевок тебя, когда нужно было там жалял стал приехать, скажем так, и тебя нагоняла, скажем так, непогода, собирались такие небольшие юрты, быстренько собраться, непогоду переждать. А вообще, когда уже прям оседали, то есть конкретно нажалял, что мы здесь проживем 3 месяца, там, стал живем 3 месяца, то есть вот такой период, даже не 3 месяца, полгода, что мы там проживем, то юрта, о боже,
А, У меня опять села зарядка на вторых наушниках. Пожалуйста, опять помахайте мне. Слышно ли вам меня без наушников? У меня тихий голос, потому что я зуб сломала, я шепелявлю такая. Как меня слышно? Помахайте, скажите мне, слышно меня, что я продолжила. Я уже хочу заканчивать, потому что мы с вами час уже точно сидим. Все слышно хорошо. То есть, когда уже было осознательно, что все, мы остаемся, юрта собиралась прям такая конкретная. То есть, большие юрты собирались, она собиралась не один день, собиралась 2-3 дня, потому что одно дело там каркас собрать, потом накинуть вот этот вот верх кошму, а еще есть внутреннее убранство. То есть, внутри там очень много украшений, вот эти ленты все привязать, все это перекрыть, чимовки, потом что там, эскизы, все это навешать, то есть это довольно трудоемкое и время затратное дело. Поэтому были юрты, которые быстро собирались, скажем так, походные, вот я вам показала вам, короткие, маленькие, а юрты, в которых уже основательно жили, они были намного больше. Так, стоп, я куда-то не дошла. Юрты. Да, я уже, в принципе, заканчиваю так. Ну, вот я хотела показать, это вот вещевой. Вот здесь вот прям написано, вышитая сумка для хранения белья. Вот такая сумка, это была вот на мужской стороне, то есть с левой стороны. Теперь мужская вся часть заканчивалась, потом здесь андатар стоят, купец, телец, и вот так вот вешалась такая сумка. Но она вышивалась. Кстати, примерно в такой технике вышивались и скатерти, наволочки, и вот эти занавески на кровати, то есть все в такой технике. И в такой же технике белье вышивалось, одежда, платье. Так, ну вот еще хотела показать, вот еще, опять же, колесничество, вот оно. Так, тут даже невеста, скорее всего. Или даже не могу понять, потому что такой шампан очень расшит, яркий. То есть какой-то... кстати, по-моему, это с праздника ехали. Поездка на поминки, его, понятно. Поэтому в яркой такой одежде. Ну и вот, видите, опять же, тут верблюд или кто это? Да, верблюд. Это не так много, на него все-таки можно было повешать. И вот с какой стороны была дверь входная. Большой вопрос, что я так сильно не изучала, но, скорее всего, были юрты, скорее всего, были, знаете, в центр. Либо такой вариант, либо вариант, если проходила дорога, то есть были смотрящие юрты, скажем так, чтобы было видно, кто проходит. Юрты к центру обращенные, потом вход еще обращенный на главную юрту, которая опять же стоит по центру аула. А еще могли делать вход восхода, там, где солнце восходит, чтобы встречать. Но я так специально не изучала, может быть, что-то я даже не подумала такое изучить. В принципе, да, кстати, все, я все фотографии по юрте показала. Мне сегодня сказали значение шанрах, откуда это идет. Шанрах передавался из поколения в поколение, он не менялся, если кириги, там, луки могли меняться, но шанрах оставался целым, и он от копоти, хотя не в каждой юрте, опять же, был очаг, он от копоти становился черным. Или вообще, я думаю, просто от времени становился черным, и отсюда слово шанрах. Интересно очень. Что вот этот вопрос сакральный шанрах, как быть с потолком сегодня? Сейчас очень много делают люстры наподобие шанраха. Это очень хорошо сделать именно в гостевой комнате. Не делайте это в спальне, пожалуйста, это другое значение. Нужно делать для той комнаты, где собирается вся семья и гости причем. А это у нас гостиная обычно. То есть вот этот люстры в форме шанрах вы вешаете в гостиную. Либо если у вас нет гостиной, такой холл, скажем так, центральный, вокруг него там спальни, такие комнаты, то этот холл у вас будет центральный, и туда завешается шанрах. Так, в принципе, все, да, виды юрты я вам рассказала, обереги для юрты, квартиры сказала, вы понимаете, то есть вы посмотрели, какие бывают обереги для юрт, и вы такой же делаете для себя домой. Так. В принципе, все. Если есть какие-то вопросы, давайте минут 10. С какой стороны света имеется в виду? Ну вот солнце где входит. Так. Сейчас я посмотрю, есть ли какие-то уже были крысы. Ну, колеса девочки придумали кочевники давным-давно. Очень давно. Я не знаю, 1010 лет назад, где-то так, 10 тысяч лет назад. Ну, что-то такое-то. 5-10, я уже не помню. Так, если есть вопросы, напишите мне. Если нет, то все, я закрываю эфир, сохраню завтра, в понедельник я его удалю. Колхозы до 30-е годы, ну вот я говорила, да, скорее всего. Юрты, может быть, несколько крылья, да, это зависит от богатства. То есть, чем богат род, тем больше юрт больших, скажем так. Кибеже, шабадан. Угу. Так, ну, по-моему, все, тут я не вижу ни вопросов. Так. Ну, я уже сказала, с какой стороны света делали вход в юрту. Я не изучала еще раз этот вопрос, но вход мог быть со стороны восхода солнца, то есть это встречать солнце. Потом были входы, юрты, которые стояли у дороги, у них вход обращался на дорогу. И потом, то есть откуда приедут кочевники, гости, скажем так, для них вход. И еще вход был, который ориентировался на главную юрту. Ну да, это Харашанрах, Диген, Аки, Щещен, Кутергин, Харашанрах. Да, это об этом, но имеется фраза Харашанрах, откуда сама фраза появилась, почему именно Хара называют. Так. Все, да, вопросов нету. Все, всем спасибо, что присоединились. До свидания. На следующей неделе, возможно, я успею провести эфир. Тут просто такая тема возникла по поводу алкоголизма, игра зависимости, наркомания, то есть с позиции шамана, то есть как они этот вопрос понимают и как они лечат. Будет короткий эфир, его я вообще не буду сохранять. Кто успеет попасть на него, тот попадет, нет, так нет. Все, до свидания.